как дже, как в слове джажер, да, гусь, или джечбур, здравствуй. Че, как сочетание тэше, как в слове чуж, желтый. Да, ж с двумя точками, это у нас как джек, да, стол, джек лондон и так далее. Значит, дальше у нас есть гласные буквы, которые особые, да, то есть у нас о с двумя точками произносится как был, нету. И она как обычная и читается, просто показывает, что предыдущая согласная д, з, л, н, с, т, что она твердая. И эта буква может писаться только после вот этих д, з, л, н, с, т, когда они твердые. И мы всегда держим в голове с мягкую и з мягкую. Да, что с мягкая как щ, щащка цветок, з мягкая как ж, вождь, да, держи или лук. Мой. Итак, давайте вот эту всю информацию еще раз вспомним, впитав. Мы попробуем прочитать Джок Вераньюс скороговорки. Юля, подскажи, пожалуйста. Бурборды, перды, вури. Ага, бурборды, перды, вури. Нам пока значение этих слов не столь важно, нам главное фонетику немножко. У тебя да. Так, вот Свете чуть посложнее. Давайте я прочитаю, потом повторим. Ладно, вот так будем делать. Джейжи вылын, джольгриос, джабыльто, но джабыльто. Джейжи вылын, джольгриос, джабыльто, но джабыльто. Угу. Ойдо джок, джек вылын джук. Ойдо джок, джек вылын джук. Тоже мой. Родион, чукна, чуш, чушконен, чушишки. Чукна, чуш, чушконен, чушишки. Угу. Мой. Так, сейчас Даниловы. Ветле, диго, одиго, дигопи, диго, мого. Ветле, диго, одиго, дигопи, диго, мого. Одиго. Вот Даниле это может быть посложнее, потому что действительно бессермяне говорят одик. Ну, то есть как бы есть нюансы произношения, плюс вот эти дже, они отбрасываются, то есть там будут нюансы. И Илье у нас попадает люгы пок пылы шедем, нож диго сое иштем. Зем. Люгы пок пылы шедем. 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 Нож диго сое иштем. Зем. Мой. И очень вкусный стишок попадает Алёшу. Перепечь, песчаной пора тужжечь. Перепечь, песчаной пора тужжечь. И помните, у нас вот на прошлом уроке кто был, вы уже, в принципе, можете перевести эту фразу «песчаной пора тужжечь». И бабушка что-то очень русское, что ли? Готовит. Готовит очень вкусно. Чуть это русский, готовить хорошо. Да, готовит. Пораны глагол у нас был готовить. Артем Лы, значит, лыктелети дорамы, вайндес куно каромы. Лыктелети и дорамы, вайндес куно каромы. Умой. Так, ромалы. Джажегес джичи аджем. Джажеглы джичи важем. Джажегес. Джажегес джичи аджем. Джажегес джичи аджем. Джажеглы джичи важем. Джажеглы джичи важем. Важем. Джечно бур джажегуром. Мару чашко двувылын. Джегно чабей мувырын. Джечно бур джажегуром. Мар учачко двувылын. Джегно чабей мувырын. И световыт джажег.
Пота летячи, дечкуно каро ачим. Джеджи фот алитачи. Джечку но аро ачи. Мгм. Так, и давайте вот еще тем новеньким, кто у нас раньше не занимался. Так, давайте вот Илье, например, джежи вылын джольгриоз джабыльтона джабыльтон. Еще раз прочитайте эту фразу. Вторая. Бурд, бурд. Не-не-не. Джежи вылын. Жежи. Джежи. Джежи. Джежи вылын. Жольгриоз. Жебельто, но жебельто. Джабыльтон, но джабыльтон. Немножко длиннее должен звучать. Джабельто, но джабельто. Дже, да? Джежи, джажек. Мой. Лёш, какую фразу предпочитаешь вот из этих трех? Ну, мне кажется, дже самая, да, сложная, наверное. И дже. Ну, давай, Лёш, дже тоже. Джежи, вылын, джольгриоз, джабыльтона, джабыльто. Вот это? Да. Сложно. Джежи, Ага. вылын, джольгриоз, джабыльто, но джабыльто. Тоже мой, очень хорошо. Так, Артем, ну что, тоже эту фразу, наверное, да, дадим? Джешкин, Былын, Джольгриоз, Джабыльто, но Джабыльто. Тоже мой, очень хорошо. Ну что, Данила, эти беславянские сломают генетически. Так, джежи вылын джольгриоз джабыльтона джабыльто. Джежи вылын джольгриоз джабыльтона джабыльто. Тоже мой, Юнджеч, очень хорошо. Так, Родион, тоже, наверное, Джежи вылын джольгриоз джабыльтона джабыльто. тоже мой, очень хорошо, как будто всю жизнь на Удмуртском говорил. Так, и Ромке, потому что у него Дже было, мы ему дадим с Дже. Чукна, чуш, чушконен, чушишки. Чукна, чушконен, чушишки. Чушишки. Угу. Хорошо, так, вот эти три фразы мы будем, кажется, занять начинаем. Итак, дальше. Ой, домничка Мажлань. Давайте с вами посмотрим Бурте уж. Бурте уже за скером. Бурте уж. Да, вот тут кто догадался, молодец. Учительница ваша забыла написать по-русски, что надо делать. Значит, тут есть глаголы, вот все нашли, да? Вань, у всех есть? Угу. Значит, у нас тут личное местоимение монтонсо. Я, ты, он, она, оно. У нас нет родов, да, помните? Ми, ты, соос. Мы, вы, они. И задача была вот сверху те глаголы, которые даны, их раскидать вот по лицам и числам правильно. Итак, давайте пойдем, значит, прям по глаголам и то есть один глагол и его один человек зачитает. Так, давайте начнем. Данила, выйти, пожалуйста. Глагол у Жанны как переводится? Работать. Ага. То есть надо сделать я работаю, ты работаешь, он работает, мы работаем. Если Кинда еще был, кто не готов, пожалуйста, импровизируйте. Жанны, мон, ужасько. Ужачко, да? Помним, у нас «с» мягкое произносится как «щ». Тон ужасько. Со ужа. Ми ужачкамы. Ти ужачкады. И соос ужало. Ага, ужачкоды. Там, где «о», мы более кругло произносим. Почему у удмуртов проблемы в русском произношении, да? Ок. Потому что, во-первых, в русском языке все гласные отличаются в зависимости от ударения, да? Молоковоз, вот водовоз, вот эти все «о» разные. Удмуртский это водовоз. Все гласные одинаковые, одинаково полные, не редуцируются, не меняют свое качество. У всех в русском языке. О. Ну, скажем, в литературном русском языке. Угу. Глагол уяны плавать. Олёш? Уяны плавать, мон уячко, тон уячкот, со уя,
Ми уячко мы, ти уячко ды, соос уяло. Что нет, тоже мой, это второй тип глагола. Глагола на аны, яны. Лыджины глагол. Родион, читать. Мон лыдишко, том лыдишко, со лыдje. Ми лыдишко мы, ти лыдишко ды, соос лыдje. Что нет. Это у нас глагол смешанного типа, да, у нас «дже» на конце. Глагол «гожьяны». Артем, тон дальше. Попробуем. «Гожьяны» — это второй тип глагола «писать», то есть он будет как «уяны», да, или как «ужаны», то есть достаточно легко, потому что у нас «гожья» основа, и к ней мы добавляем суффикс «шко». Мон гожьяско, шко, мон гожьяшко, тон гожьяшкот, со гожья, ми гожьяшко мы, и гожьяшкоды, соос гожьяло. Тоже мой. Гожьяло. Твердый знак остается, да, он разделительный нужен. Гожьяло. Гожьяло. Да, гожьяло. Суреданы рисовать. Рома? Мон суридашко, тон суридашкот, со сурида, ми суридашковы, ти суридашкоды, со суридало. Тоже мой. И пока все равно делаем домашнее задание. Еще много ничего не есть, да. Ага. Ты надо камера, у тебя две? Да. Хорошо. Так. Султаны вставать, да, например, утром я встаю в 6 утра. Или со стула встать. Менять положение. Султаны. Так, Илья. Солтышко, солтышкоды, сульте, сультышкомы. Эл твердое. Сульте, Султе. сульте, Султе. Эл. Султе. султе. Угу. Солтышкомы, сультышкоды, султо. Что нет, тоже мой. Кошкины глагол. Света. Кошкичко, кошкичкот, кошкичкуны, кошкичкоды, что? Тоже мой. В Удмуртии, может быть, кто-то из вас, у кого есть в окружении Удмуртии, слышали кошкичко вдоль по тракту. Кошки вдоль по тракту, да, есть такое выражение. Почему? Кошкины уходить, да? Глагол ветлыны. Маша, там дальше. Глагол ветлыны ходить, посещать, да, например, школу, университет тоже будет. Ветлышко, ветлышкот, ветле, ветлышкомы, ветлышкоды, ветло. Ветло. Что мы после «л» ставим? Какая В там? последнем случае. Нет, там, где ишко, ишкод. С точкой. Да, и с точками, потому что у нас ветл твердое «л», да? Глагол «тодыны» знать. Юля. Тудышко, тудышкот, туде, тудышком, тудышкоды, тудо. Или «тодышкоды», да, если литературный вариант. Ага. То есть здесь у нас тоже «д» твердое, поэтому дальше идет «и» с двумя точками. Кылзыны слушать. На севере говорят кылскыны слушать. Да, может быть, Данила, может быть, так вариант слышал. Так, у нас все уже читали, я всех, да? Все читали, кроме Коли. Коля, давай. Кылзычко, кылзычкот, кылзы, кылзычкомы, кылзычкоды, кылзо. Тоже мой. Тоже у нас основа на твердую «з» заканчивается, поэтому дальше идет «и» с двумя точками. Тырмата таблица. Заполните таблицу. Давайте тоже по глаголу, да, по Олёш. Монотурочка. Буяны красить. Это второй тип глаголов, да, у нас? Да,
ужаны, уяны, буяны. Мон буяшко. Верхняя строчка у нас начальная форма. Буяны. Буяны. Мон буяшко. Тон буяшкод. Со буя. Шонер. Ми буяшкомы. Ти буяшкоды. И сос бушкало. Буяло. Шонер. Буяны, это, например, красить стену краской, и если макияж кому-то наносит, вы тоже буяшкоды, да, ее красите. Какая вы ее красите. Дальше глагол. Рома? Сначала начальная форма, то есть мы здесь имеем одну форму, от которой нам надо выстроить всю парадигму, начиная с начальной формы. У нас там будет сылыны. Сылыны, шонер. Сылычко. Сылычко. Сыла. Сыле. Сыле. Ага. У нас твердая, и после нее вот уже видим и с двумя точками, значит L твердая, значит оборотная, вот это эскалатор. Ага. Сылочку мы, сылочку ды и, наверное, село. Шонер, да. У нас глагол был лещтыны, да, вот в таблице, который по такому типу. Вурыны, да, вот здесь меня спрашивали, да, если глагол на «р» заканчивается, это смешанный тип, глаголы на «р», на «дж», на «к», да, вот эти. Данила, вурыны шить, сылыны стоять, султыны встать, сылыны стоять. Вурыны вурышко. Вуришко. Вурышко. Вурышко. Нет, вот пишется «е», но «р» она всегда твердо произносится. Вуре. Вуре нету такого. Вуре. То есть, хотя пишется «е», но произносится твердо. Вурышканы, вурышкады и вуро. Шонер, «о» на конце, да? Вуро, «о» на конце. То есть, он, она, оно, там вуре пишется, а они вуро. Вуре и вуро. Валамона, валамон, да, сегодня было слово валамон, понятно? Understandable, вот это, мон это был, вот это английское был. От глагола валамы, понимаете. Вурены. Так, дальше у нас глагол. Давайте Артему, да, раз он пропустил, прошлое занятие. Эктыны. Ага. Эктычко. Эктышкот. Экте. Эктышкомы. Эктышкоды. Экто. Шонер по типу лещтыны, да, тоже у нас Т твердая. Эктыны это танцевать. Это южное слово, потому что северяне говорят текчаны, а у южан текчаны это прыгать означает. То есть северный удмурт, когда танцуют, для южан это прыгать. С песнями та же самая история. Глагол мадины, северный петь. Он в литературном, в южном варианте это рассказывать. То есть удмурты северные поют, это вообще означает рассказывать. А основной глагол петь кырджаны литературный. Мадины. Но есть такой жанр квеч, да? Помните, на первом занятии я вам включала, там же действительно как бы текст идет повествование некоторое, мадины. Эктыны у нас было. И последний вот как раз глагол, да, песчаная пора, бабушка готовит. Сейчас мы найдем. Ну давайте Илья. Пераны. 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 Пераны, да. Перешко, перешкоди, пера, перешкоми, перешкоди, перало. Перало, тужиной.
Шетте кузе. Пара куз – это пара. Это следующая страница. Давайте по одной паре, да? Родион? Вераны, верочком. Да, и еще перевод сразу. Можете? Или нет? Говори. Говори. Нет, говорить А, это тут верашкины. говорить. Это нет, это вераны сказать. Верашкины говорим. Но не разговариваем, а говорим. Я хотел спросить, а есть в каких-нибудь грамматиках список суффиксов, возвратных суффиксов глагола? Я посмотрю. Наверное, скорее надо методички на факультете удмуртской филологии. Там есть такие сводные, там, про местоимения отдельно, про глагол отдельно такие. Ну, я посмотрю. Мой. Давайте по порядку. Данила. Пукны, Пушко. Перевод снизу. Пукны, мон, али пукишко. Я вот сейчас сижу. Тино, пукишко, ды. Сидеть, да. Слово пукон, стул. Якобы в чувашском из удмуртского заимствования пукон. Можно, так сказать, по-чувашски. Значит, пукны сидеть, пукишко сижу, да? Илья. Эскерны. Эскерны. Эскере. Эскерны проверить, изучать. Проверяет. Эскере он проверяет, или она? Так, Улёш? Пара шомпотны, это радоваться, по-моему? Да. Так, шомпотышкот, это получается мы или вы пытаетесь понять? Почему не вы? Почему ты? Шомпотны. Как было бы вы? Коды. Шумпотишкоды. Было бы. Шомпотишкоды. Значит, ми шомпотышкот. Тон шумпотишкод. Тон. Радуется. Артем. Улыны Улыны. – это жить. Шанер. И улышкоды – это вы живете. Ага, Шанер. Рома. Кенешины, кенешишком. Кенешины – это совещаться. Отсюда название организации удмуртской. Удмурт Кенеш. Вообще Кенеш, сельский совет так тоже называется. То есть раньше община собиралась и был такой Кенеш. Кенешины совещаться, советоваться. Точнее, посоветовать Кенешины. Какой совет писать? Нет, там нет слова Кенеш. Ну, совето союз, по-моему, как-то переводится. А почему не переведено слово? В переводили всегда совет. Может быть, совет, просто у него вот коннотация, что именно люди собираются, ну, как бы не союз, не единство, а пришли посовещаться. Ну, отсюда же и рада, получается, Родянский союз. Ну, вот не переводили, может быть, считали, что недостоин Советский Союз слово Кенеш. Ой, маленький вопрос. Да. Кенешкишком? Кенешичком советуемся. Я понимаю, просто в английском решении есть только форма с «ы» на конце. Кенешичком-ы, а просто... Да, «ы» она факультативная. То есть она может быть и не может, ее могут опускать. Видите, в верашком «ы» присутствует, а в кенешичком они ее опустили. И глагол Маша. Вы что? Делать, они делают. Шанер. Дальше идет идут предложения. Тут я вот вам сказала, да, что ин суффикс это нахождение, местоположение где-то. Мы это сегодня как раз будем смотреть, изучать. Сделали это упражнение, да? Да? Тоже мой. Юля, напишите предложение, пожалуйста. Таня университет. Таня университет.
Вышецке. Берктишком. Да, я может в университете. Шанер. Света. Мон вузачконим ужачко. Угу. Я вот это Вузачконим. Это типично северное слово. Значит, вуз, в удмуртском это товар. Товар. Вузаны у нас, может быть, был глагол продавать. Вузачкони, вот этот суффикс ни, это место. Место, где товары. То есть это магазин. Место, где продают. Отсюда в Ижевске кто бывал или будет дук де лонни. Да. И очень сильно возмущались южане, что как, что за это ни вообще, что это вообще такое. В какой-то веке северную форму использовали, и они возмутились. Ну, дугды это стоит. Дугдыны останавливаются. Что с лошадям говорят, дугды стоит. Дугды, да. А вот северный удмурт очень широко этот суффикс использует. Например, место для покоса, да, турнани, место, где кушать, там, ну, столовая, щичко широко используется это. По сути, это образовано от слова инты, место. Ну, просто, ну, как бы северный удмурт взяли и вот так его усовершенствовали, сократили до дней, чтобы удобно было произносить. Так, значит, я работаю в магазине. Да. Коля? Мы таким путичком. Мы здесь сидим. Угу. Пукишкомы или пукишком, да, если можно. Татын здесь. Об этом мы еще сегодня будем говорить, поэтому не пугайтесь, кому это все кажется страшным. Соус, умой, карджело. Они хорошо поют. Тоже мой. Данила. Ти тишкады. Ты эктишкоды. Тишкады. Эктыны, тунневалми. Сегодня уже был глагол. Аналог тетчаны. Вика и Шкары Уле. Не, мы еще не перевели. Эктыны. Эктеояфия. Юля помогает всем телом танцевать, да. Вы танцуете. Илья. Вика и Шкары Уле. Шанер. Вика в Ижевске будет. Умой. Олеш. Тон ваш султишкот, султыне. Да. Вот ваш я не Ваш понимаю. рано. Ты рано встанешь. Ты рано встаешь. И бер султы шкоды. Султишкоды. Бер поздно. То есть можете себе прям отметить, да, антонимы. Бер ваш. Рано. Ваш. Бер поздно. Вы поздно встаете. То есть вот вы это как бы... Это может быть или много? Это может быть и каждому на «ты», когда вас много, и вежливая форма. Тут от контекста зависит, мы здесь не знаем. Рома? Я правильно понимаю, что ну, это И. Да. Вика, но Катя, Уяло. Они. Да? Вика, но Катя уяло. Сегодня у нас будет главный подсказчик, суфлер. Они плавают. Вика, но Катя уяло. Когда вы знаете? Сама. Мон кошкишко, я ухожу. Мон кошкишко, я ухожу. Юля, Беркумети. Лади это Лади это Владимир. Муртизация Владимира, да. Кто слушал в детстве, может быть, даже просто на фоне радио работала, Владилен Асбарас была такая передача, Владимир Романов вел. Во дворе у Владимира называлась передача. Владимир просто да. Владимир много знает. Шенер трос, да, много. Тоже мой. Очень хорошо. Кинула списки на злочты. Слишком много. Так, очень вы тема, во что. Сегодня возьмем с вами новую тему, для кого-то она старая, для кого-то новая. И для вас всех, кто делал
домашнее задание, она уже будет знакомой. Уже ничего страшного не будет. У вас на листочках более подробно расписано. Значит, мы с вами берем сегодня, по сути, первый падеж. В удмуртском языке вообще 15 падежей. Ну, то есть в школе бывает, что изучают 9. Говорят, ну вот 9, и он там куча таких других падежей, ну как бы других вопросов, в 9 кучу этих кидают. На самом деле, если каждый разбить, то их будет 15. А в диалектах еще есть как бы еще минимум 3 падежа, но мы будем говорить о литературных 15 падежах. И у нас первый падеж будет падеж иннесив или падеж место, да, местный падеж. Он будет отвечать на вопрос где. И уже в самом вопросе будет скрываться подсказка, ответ, что нам надо добавлять, суффикс «ын». Да, у нас вот в упражнении было университетын, вузаконниын, ишкарын, да, везде «ын». То есть этот падеж указывает на местоположение предмета в пространстве, на статику, то есть предмет не движется, он находится вот в этой точке. Вот здесь в таблице вы увидите вот примеры, да? Луд – это поле, в поле лудын. Лудын калык уже, а в поле работают люди. Да? Калык – это люди. Шурын в реке. Все видите, да, в табличке есть, если что. Шурын плащ-кишко, я купаюсь. Плащ-кыны, купаться, умываться. Угу. И смотрите, у нас были уже такие сочетания после логи. В удмуртском языке практически нет предлогов. В, н, а, ну вот эти из, это все за счет суффиксов мы делаем. Но есть после логи. И вот когда вопрос где, например, у реки, у нас будет шурдурын. Шурдурын. Да, видите, вот как бы это подсказка. Шурдур, помните, я говорила, что это край, дур, да? И у нас до? Дорын это тоже у кого-то, или где-то тоже, да, у чего-то. Угу. Про послелоги мы еще будем отдельно говорить, просто вот запомните, что дурын это на самом деле послелог, который вот закрепился в форме местного падежа. И полезно запомнить слова там, здесь, которые в этом падеже будут, да. Отын – это там, татын – это здесь. Татын у нас слово было в упражнении даже. И надо запомнить несколько исключений. Они не такие сложные, их не так много. Да. Слово дом – корка. Не корка-ын, а просто коркан. Да, просто «н» добавляется. Куала – святилище. Мы просто добавляем тоже «н». Куалан. Ну, это слово даже уже вряд ли кто-то будет использовать сейчас, потому что куала осталось только на юге республики. Вот. Слово «педло». Педло – это северное слово. Оно означает как бы outside, да, за пределами дома. Тоже просто «н» добавляется «педло». Оно соответствует южному варианту «урамын». Или еще есть, по-моему, алмаши, вот так могут сказать, «кыр», «кырын». От слова «кыр», ну как бы на воле. И вот те, кто занимался раньше, помните, я вам говорила уже, есть такое выражение «педло потаны». Нет? Не помните? Как бы в определенном контексте выходить на улицу «педло потаны». У него есть еще непрямое значение «сходить в туалет». Потому что туалет был на улице.
Ну, в деревне. Ну, у кого-то, да. Можно спросить, что такое вот куала? Куала, значит, это святилище у удмуртов, особенно у южных, до сих пор очень развито язычество. Да. Вот, и паршатов у нас сегодня ни одной нет. А они что предупреждают, что они... Я про Катю не слышала. И Марк. Вот, да. На территории Башкирии, Татарстана и Пермского края, там тоже живут удмурты, они бежали от христианизации в XVIII веке, и они лучше всех сохранили язычество. И у них ежегодно там несколько молений проходит. И вот эта куала, вот есть куала родовая, она, например, стоит во дворе дома, во дворе, усадьбы, скажем, да, семьи, и туда собирается род. Небольшой, как бы, семья, выходцы из этого дома, можно так сказать. Есть более крупная куала, она больший род, то есть несколько семей объединяет, она уже за пределами дома, она, например, где-то вот в конкретном месте, в святом, и туда реже собираются, то есть на более крупные праздники, и приносят жертву, варят кашу. Вот. Такие куала. Да. Спасибо за Как бы храм такой, удмуртский храм. Вот. Слово щин, глаз, да, но в глазу будет щинмын. Слово нюлес, лес, но в лесу будет нюлескын. То есть в слове щин м появляется, а в слове нюлес буква к появляется. А вот фамилия Щинов. Какая? Щинов. Щинов? Да. Не, я не знаю такой. Меня соседа звали Бакащин в деревне. Бакащин. Есть типично удмуртские фамилии, например, есть Чушьяловы. Чушьял — это еж. Да? Потом есть Кайсин. Кайсы это не свирель. Это птица. По-моему, клёст. Да, клёст. Угу. У меня типично бессермянская фамилия у Расинова. Поздеевы — это северная фамилия удмуртская. Много в Глазовском районе Поздеевых. Слушайте, значит, у меня одноклассник Поздеев был, у него в корне Может быть. Наговицыно — это тоже север. Глазовский, Болезинский район. Да. Может быть, есть где-то еще другие названия. Каркино, да. Но много. это не удмуртское. Может быть. Черковых очень много. Конечно. Дюйн — это вообще, вот этот дюйн, это скорее всего, это татарско-бессермянская фамилия, и вот это дюин, да, ин, понятно, это русский суффикс, да, то есть вот это было дю, оно произошло от, вот это дю, да, вы уже чувствуете, это либо дже было, и либо от слова дюй, это мужское имя, либо, может быть, даже от слова джуй, да? Мох. Может быть, Жуйков тоже от слова жуй. Нет, дзюба мы себе брать не будем. Да. То есть есть такие, да, вот у тебя Зянтереков, да, фамилия, да, Зянтереков. Тоже такая, бессермянско-тюркская, наверное, фамилия. Оль, а если в городе Кары, да? Какой? Просто в городе. Карын. Или Городын, да, Я просто многие пытаюсь говорят. понять, все-таки Карпина, они от удмуртского Кар город или все-таки от Укар, Карпы? Укар есть значение не только город, а гнездо. Сыктывкар, гнездо, городище. Может быть, кто-то знает, Леша точно знает, Пускар. Есть такой фильм удмуртский, который сняли на деньги активистов. Да. Видите, вот. Пускар, пуз — это яйцо, а кар — это гнездо. То есть гнездо, фактически. Пуныкар. Например, у меня бабушка конуру называла собачье гнездо. Пуныкар. Или иногда говорила гараж. Пошла в гараж. Вот. И еще так
нюанс, что в удмуртском языке, вот помните, я говорила, есть населенные пункты, которые образованы от маршрутных имен. Пурга, Эгра, да? Пурга. И Пурга. Вот бабушки бурановские, они из Пургинского района, Пурга, Эгра, Бадья, Якшур Бадья, да? Вот, что это, как бы эти населенные пункты образованы от маршрутных имен. Маршрутное имя – это имя прародительницы. То есть вот род Пурга пришел на это место, основал населенный пункт Малая Пурга. И сейчас уже, конечно, часто говорят Пурга-ы, могут так сказать, но на самом деле как бы, носители истины, они скажут в Пурге, это будет Пурга-лан. То есть суффикс «лан» добавляется. Если бы кто-то из вас знал финский язык, то он бы сразу увидел здесь финно-угорский корень, потому что в финском языке тоже вот эти суффиксы «ла», «ле» еще до сих пор используются. То есть это более древний даже суффикс, чем «м» сохранился в этих маршрутных названиях. Итак, Баламона, это понятно? Баламон. Да, Баламон. Ну что, давайте попробуем поработать в парах. Уже смех. Нездоровый. А вот еще я очень дальше играл. Правильно я понимаю, что, может быть, игра это не заимствованное слово, а может быть, удмуртское? Или... Игра – это русификация удмуртского «эгра». Игра вообще, это даже игра есть батыр, богатырь, игра, был такое есть сказание о богатыре игра. Вот. Я сейчас вам раздам персонажа. Вы в парах будете работать, будете сначала... Сейчас я... Сзади, помните, подписано, да, что это, кто это. Если у кого-то повторяет, как бы совпало с прошлым годом, с прошлым разом, я лучше... Дайте животное. Животное дать? Вот это подойдет к Ужеле? Да, если кому-то не нравится, очень смущает его персонаж, я понимаю. Мне не подписан. Свет не подписан персонаж. А как? А что там? Так. Почти Шрек. А, вот это крокодил, это крокодил. Так и будет? Вы знаете, попугай. Это мы это в прошлый раз. Да. Сейчас я Кинто. объясню. И... Так, сейчас, Маша, найдем кого-нибудь интересного. Можно вот ее дать, да, бабушку? Все? Всех устраивает персонаж его? Или пока не знаете, что с ним делать, поэтому... Смотрите, вы задаете вопрос вашему соседу. Да? Вы видите его картинку, вы спрашиваете, а кто это, а что он делает, а где он живет. И задавайте еще вопросы, а где он живет? Он в лесу живет? И вот тут вам варианты. Да, он в лесу живет. Нет, он живет в воде. Да? Вам подсказки слова. Хлев, дом, лес, двор. Вы можете употреблять такие слова. В Африке, в Москве. Как вот в Москве? Москвалы или мускулы? У нас есть московский диалект удмуртского языка, где используется муско. Это более старая форма. То есть раньше удмурты удмуртизировали населенные. Да, муско, а Казань вот кузон. Кузон. Литературный. Вы можете какой-нибудь населенный пункт из своего детства вспомнить.
Сардан. Это не с детства. Это двухлетняя давность. Вот. То есть разные. У речки, например, да, вспомнить песню «Я живу в деревне», да, то есть ее перефразировать, он живет в деревне. Сейчас я вас еще не разбила на пару, да. Так, ну девочки, Родион, Коля, Илья, Данил. Ну вы в пару, в принципе, да. Все, отлично. Удачник. Вот, то есть вы у вашего партнера спрашиваете про его персонаж. Разного вида вопросы задаете. Ну вот про крокодила можно сказать, он живет в Африке, он живет в воде. Ну, кто это птица? Кентон. Тыл? Тыло? Да. Тыло горы. Нет, тыло это перо, гуд это тыло. Крыт это Кентон. То есть вы друг другу задаете вопросы. Нет, это попробуй сейчас ответить. Иногда. Нет. Катунтон, говоришь, где ты делаешь? Непонятно. Либо где ты. Катунтон улышко. Катунтон улышко. Кентон улышко. Без Мон вулкан улышко. Ши. Ага. Вы пока про себя не отвечаете. Данила тоже же должен вопросы задать. Вы можете спросить, смотрите, мышка, раз вы на дома живете, спросите. Спросите. Нет, вы можете спросить, а в лесу ты живешь? Я забыла, почему. Как ты в лесу живешь? Это на улице, да. Урамы. Нет, в лесу. Урманы. Не лес. Не лес. Вот. Нет, да, есть. Не лес. Люди. То люди. Когда у нас нет вопросительного слова, что мы добавляем? Ага. Слово что-то ты. Можно узнать. Вам же интересно, он в поле живет? И что да? Да, можно ответить. Да? Где? Либо. Кто это? Кинцо. Это можно использовать вам в помощь. Это тон. Все понял. Да, про зверей, мы говорим про зверей кинцо. Вы спрашиваете, да, вы хотите через тон, да? Да. Его можно сказать, это что-то мы Он тоже. Он это совпадает. Да. Со чушня.
Вы можете строить фразы. Может быть, не только ты в воде живешь, он в воде живет, да, чтобы были разные формы вопроса. Тон, содорит, улыбка, да? Да, сол, Все, вы выяснили. А теперь еще вопрос. Если у нас нет выбросительного слова, то мы должны частицы добавить. Частица может либо к существительному идти, когда в фокусе существительного, либо к глаголу. Со лудына уле. Со лудына уле. Уле. Живой. Теперь обратно. Так, живой. Нет, лучше вы мне уверите. Собака не катается. Маша, а как вопрос вот с этой формой задать? Ну, например, ты например, живешь дома, живешь? Тон, коркан, лишко, да? Ты дома живешь, тон, коркан, лишко, да? Вот, либо да, либо нет. Ук, и дальше говоришь, где ты живешь. Дает шанер, ты живой. Больше с другими глаголами. Ты, например, какие у нас тут есть глаголы? Ты спишь в воде, например, какие-нибудь совсем глупые, главное отработать. Или ты спишь... Так, давайте сейчас. Давайте вас послушаем. Вот и все. Вы можете использовать вот список глаголов, вот этих, как вы их вырабатываете. Как это нет? Дальше. Ну чего, куда хочешь? Или нет? Она Так, уже зажались? Что это шо? Шире. Шире. Бусы. Может, это соседняя кошка съела вашу картошку? Еще раз. Кинул это. Уло это множественное число. У нас, наверное, единственное. Уле. Да? Вот здесь
много живет. Кытын улет кушилет. Данила. Кытын улет кушилет. Так. Кетен мон легко. Там в табличке есть. Кетен мон Ага, кутын улет. Да, ставь. Ну, можно и последний Кужели буын кужели буын ук. Ага. Со коркан В доме. Сейчас я зову. Со коркан мой. Сочищал. Так, еще Иван. Ну Антону, Ужичко. Я работаю. Он мимо нас прошло, а не пошло. Коля, который, блин, уже можно его больше не были взрослые, не пускали, как сегодня. Какие? Ну, мы их тренируем. Смотрите, у вас тут, во-первых, все прописано, здесь подсказки есть. У вас сейчас задача из кирпичиков строить. Молодцы. Это просто игра слов один на один. Один, да. Ubaganie i ona zmieniła Да, ну у меня идет так. Вот видите? Ну, мама, ты дашь я шьёс? Тимак, можно шкоды. Что ему запрещается? Конфет каждый раз. Я там делаю. Лобыны есть. Лобыны. Кататься на ролике. Да. Мы решили, короче, катиться, И кататься. катить и кататься. Я бы сказала, есть, конечно, более северный вариант, я вам скажу. Ну мы же обе северные, нам северный подойдет. Нет, нас не поймут уже. А мы с ними не общаемся. Ролики, то есть здесь может быть машинаген, да, то есть вот этот вот творительный падеж вы уже знаете. Вортылыны, как бы кататься. Говорите, кем? Кем? Чем? Чем? Чем, да. Чем кататься? Роликом. Роликами кататься. А у нас да, вот шутки кататься. У нас по северу было слово лашкиняны. Вообще такого нет. Ну это диалектное. Ага. Так, Алина, что, значит, сейчас сделаем следующее. Каждый расскажет про партнера. Либо вы рассказываете в третьем лице, да? Он собака. Или
Не, я уж про крокодила. Это крокодил. Он живет... Нет, она же мне отвечала. Нет, Я буду вспоминать, что ты мне отвечала. Ну да, может вы про партнера, ну как бы партнера, точнее карточку партнера рассказываете. Мы будем подразумевать, что это не ваш партнер крокодил. Да? Он крокодил, что он делает, где он это делает? Что он делает крокодил? Только вот другим тоже показывайте, ладно? Сок-крокодил. Сок-крокодил, да? Он сок-крокодил. Там есть важные детали просто. Важные детали, да. Пожалуйста, обратите внимание. Все внимательно. Ну, давай. Сок. Вже вскинули. Или ижин, да? Просто Ижин. Så, роликен вортеле. Ага, со Оликен Вортелен катается на роликах. Кирдже. Кырджа. Со, Поет, что ли? Подожди, Да, подожди, да. сейчас самое. со блогер уже. Со-блогер. Со-блогер. Либо просто блогер, либо он работает блогером. Блогерин. Блогеры. Или это первая форма, да? То есть Блогерин. местный падеж еще можно использовать для обозначения профессии. Либо блогер Луиса уже, либо слово Луиса добавляем. Со блогер Луисажа. Кырджа. Но экте. Поет и пляшет. Май Быруле здорово живет. Ага. Света. Сокры. Как сказать? Со азбары. Пуныкар. Улер. Кытын. Пуныкар. Пуныкарын. Улер. Гаражи. Улер. Sometimes. Кудря. Дырья. Со азбары. Уже. Ужа. Урамын ужала. Урамын ужала. Роликен. Угворты. Вот. У нас остальные не знают отрицательную форму, поэтому... Ну, Молодцы. Тоже мой. Коля, Родион. Со зарни чурык. Золотая рыбка. Зарни это золото. Со шурык уле. Ага, живет в рыбе. Нумрес щие. Можно просто нумыр, потому что не конкретную одну, а как категорию. Он поедает. Нумыр червь, да. Нумыр или нумыр. Но со у нас вуя. червей живет. Простите. Вот что я говорю, Коля. Ну, Со вуя. Собуин уя. Он плавает в воде. Боже мой. А ты, Саня, ты можешь. Ты можешь. Хорошо. Со коркан. Ур. Пшене. Сокоркан угулы. Родион. Сокоршиш. Загну хочешь. Ладно. Со шузорин черега. Ага. Увечки рыбачьи. Со коркан уле. Ага. Живет в доме. Майбыр. Майбыр это счастливчик, везунчик. Ага. Еще марке. Еще что-то. Был кемничка мое желание. Если нет, идем дальше. Тау. Данила. Со кужи. Кужили. Муравей. Сот кужили. Кужи. Со лыштичканын ужа. Ага, на стройке, да, работает со лыштичканы нужа. И со уле милыскын. Ага, соню сканле.
нюлескин, но лудин. Лудин уле. Ага. Сокорка пукте. Помните, у нас было выражение строить дом. Сокорка пукте. Сокорка пукте. Он. Дом строит. Данила попробует ответить сейчас. Сокорка пукте. Бен, сопте. Сокорка пукте. Який гараж. Катын шир уле. Так, кинсо. Кинсо. Катын шир уле. Шир коркан. Сош, представьте нам, сошир. Со шир. Шир коркан. Шир коркан. Нөлесин, лудин. Шурдурин. Бакчан. Но азбарын уле. Ага, на это есть прекрасное слово, которое третье снизу. Шир хоть катынуле. Что нет, шир хоть катынуле. Хоть катынуле. Хоть катын. Только нюлескин. Нюлескин. Уле. Да? У нас исключение. Слово нюлес – лес, но в лесу у нас к просыпается там. Буковка. Нюлескин. Нөлескин. Ага. Нюлескин. Что нет? Да, для тех, кто не до конца прочитал вот эти слова, у нас есть слова «коткатын» везде, да? «Олокытын» неизвестно где, «нокатын» нигде. Но «нокатын» требует отрицания глагола, мы его пока не знаем. поэтому Хоть катын. работаем. Ола катын. А почему не на последнее слово говорим? Там двоякое, эти слова хитрые, у них есть, может быть, ударение олокытын или и олокытын. То есть и так может быть. Ага. Есть, Котькутын, есть олокытын. некоторые слова, которые Олокытын, двойное котькутын. ударение являются. Олокытын. Непонятно где, неизвестно где. Олокытынсо. Да, то есть кого-то если потеряли, олокытынсо. Неизвестно. Кытынма, олокытынсо. Ну, сарапованды, наверное, сарапованды. Так, Олёш. Со попугай или тулбурдо. Попугай инмын уле. Живет в небе. Тулбурдо уг вуэн уле. Вуин угулы. Вуэн уг уле. Угулы, да. Но мы пока отрицание не проходили, поэтому... Время верблюда. Тулбурдо плеер кылже. Плеер, кылзе. Кылзе. Ага. Со кырджаны. Со кырджала. Со кырджала. О. Тулбурдо кырджан кырже. Кырджа. Эктеа. О. Попугай экте. Ага. Ой, Латина экте. Шулдыр экте. Шулдыр экте. Тоже весело пляшет. Артем. Со чушьял. 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 Ну, чушьял, да, тверже. Со нюлескин уле. Со губи бича. Тоже мой собирает грибы. Со коркан улеа. Со коркан улеа. А куркан? Дом. Бен. Бен. Бег. Коркан уле. Яра. Клетка. Так, Рома. Со песчаной. Со песчаной. Со туала песчаная. На современная бабушка. Песчаной улочку. Уле. Уле. Ага. Песчаная уле. Уле. Муско. Мусколин. Мозг. Мусколин. Да,
совпадают. Туннель миучком шундыно джужа калык курча. Калык курча, помните, у нас сегодня было слово один раз калык, это народ, курча это песня. Народная песня. Это последняя страница, последний разворот. Шундыно джужано. Шунды, кто помнит, что это? Солнце. Джужаны, это третье лицо, глагола джужаны всходить. Как? Но здесь в значении и солнце всходит тоже, так же. А джужаны можно использовать в качестве растения всходит? Джужас, да, в принципе, можно. Да. Давайте я прочитаю весь текст, а потом мы читаем друг за другом. Тут, в принципе, перевод я уже дала, но мы разберем, как это именно, да. Шундино джужано, шундино купщено, ношик соинтие, толежно джужа. Пиосно будоно, пиосно кошконо, ношик соинтие, пиос будыло. Нильосно будоно, нильосно кошконо, ношик соинтие, нильос будыло. Толедно вуено, толедно орчено, ношик соинтие, гужем чеберске. Шашкано джужано, шашкано ущено, ношик соинтие, емыш быгельске. Юля, прочитай, пожалуйста. Перевод? Полностью? Нет. Шундина джужану, шундина купщену, ношик соинтия, интие, толежна джужа. Пиосно будоно. Водички дать можно? Да. Вот здесь водичка. Какая читается? Закрыто. Лучше искать будешь. Пиосно будоно, пиосно кушконо, ношик соинтие, пиос будыло. Значит, глагол джужа. Глагол пукщины, да? Садиться. Сейчас я садиться. Ага, ну, значит, пукщины глагол садиться. Ношик снова. Пукщены? Пукщины. Пукщины? Так. Пукщаны. Пукщины. Ага. Помните, у нас был глагол сидеть? Сидеть, а не садиться. Пукщины садиться. Сидеть пуканы. И, по-моему, было даже сажать кого-то или что-то. Пукщины, пуканы, сидеть. И посадить кого-то пуктыны. Угу. Сидеть, садиться, садиться. Прикольно, действительно, какой-нибудь Тебе табличка с как названиями. Тебе как Я уже вот Соинтие. Инты сегодня было слово, да, место. Садиться. Со здесь это может быть значение либо его, то есть он, она, оно, либо то, указательное местоимение, на то место. Тут как бы не совсем понятно. Толеш — это и луна, месяц, и месяц как календарный. Угу. Сегодня, кстати, октябрь, вот по-удмуртски называется конивон. Шкурка белая, что ли? Да. Конивон. У нас было слово коньдон, да?
Кони вон, кони это белка. Вон это созревание. Глагол вуны. Да, созревать, приходить. В октябре белка. Шкурка белки такая в хорошем уже состоянии. И белка начинает отстреливать. Что делают со шкуркой? Она используется как, раньше использовалась как валюта, да, как деньги. Отсюда слово коньдор, кони, белка, плюс дор, цена или дун. Пожалуйста, почему именно вот белка, беличья шкура была валютой, почему шкурка какого-то другого животного? Медведя. Ну, мне кажется, ценность была у белки, во-первых. Во-вторых, ее надо было очень искусно убить, то есть их с глаза, да. И вот в Мартинике именно белка была более распространенная, а не соболь, не кто-нибудь. То есть, и, да. Может быть, и были другие, но как-то вот белка самая любимая все-таки. Часто встречающаяся. Дальше вот тоже прочитали, да? Будыны расти. Будыны. Кошкины уходить, да, было у нас. А вот ниже пиос будыло. То есть у нас есть глагол будыны, расти, а будылыны, это вот как раз к вопросу, да, сегодня как раз Родион задал. Л суффикс это многократность, то есть много раз. Будыны, расти, а будылыны многократно вырастать. Угу. Кинула че дальше? У Коли, да? Нуйос, ну буду, нуйос, ну кошкова, сори, е, нуйос, будыло. То же самое с девочкой. Да. Так, Родион. Туалетно воєнно, туалетно вчено, ношикса піє, гранчика сіє. Угу. Очень часто используется вот в таком фольклоре твоя, да, используют твоя зима. Ну, зима не только твоя, но как бы приближают к слушателю. Тем самым слово тол – это зима, тол. Финно-угорское слово. Вуэ – приходит, прибывает, да, от глагола вуны. Орчины – проходить. Я хотел спросить, а тут нет метафоры, как бы здесь прямой смысл? Зимы? Да. Да. Может быть, старость имеется в виду? Нет? Нет, я здесь думаю, что в целом как бы песня о том, что все проходит, и все циклично, все сменяется. И тут ну, как бы про природу. Тут нормально, не нужна метафора. Ну, в целом, да, наверное, песня про то, что жизнь проходит. Но как бы вместо нас придут другие люди. Угу. Орчина, значит, глагол проходить. Гужем – это лето, то есть у вас опять есть антоним тол и гужем. Чеберске – глагол от слова прилагательного чебер – красивый, чеберскны – хорошеть. Про человека тоже так можно сказать, чеберске. Нылаш – чеберске, девушка хорошеет. Угу. И Данила. Чечкану Джужану. Чечкану Сену. Ущеща. Чечкану Шену. Машицу Матыя. Быгальске. Быгальске. Угу. Так, здесь у нас глагол джужа, да, джужаны. Ущены. Ущены – падать. Емыш – это ягода. Быгальскны. Вообще-то от слова быглес, такой кругленький, обтекаемый. Вот, а здесь
слова. Народная песня. А кырджа? Песня. Глагол кырджаны петь, кырджан песня. А Геннадий Корепанов кырджа поет. Мгм. Можно просто Да. когда эта песня была спета и написана? Ну, Геннадий Корепанов пел, наверное, это где-то 70-е годы, скорее всего. А песня народная, как бы ее происхождение невозможно узнать. Но вообще по форме, как бы по образам, она скорее до 20 века. Потому что были и в 20 веке вот песни, но там уже немножко образы другие. Тут все-таки еще такие, ну да, не испорченные. Вот, значит, кучки, значит, гуртеуш. Домашнее задание. Во-первых, вот здесь упражнение. Да, значит, раскрыть скобки, поставить в правильную форму. Вам здесь даны подсказки либо личные местоимения, либо какие-то имена, существительные. Вот. И добавьте, пожалуйста, указание места. То есть, вот, первое, например, мон силь щию, да? Как будет Юля? Он сыль, щищ, Например, вы добавляете коркан, или мон столовой, или мон кухнялын, да, добавляете. Вот. Потом первое упражнение более творческое. Значит, мы тут не сделали, вот, как бы не разобрали форму, что любит, что умеет делать. Вы найдите, пожалуйста, фотографию, там, вырежьте из газеты, журнала, вот, желательно известного человека, чтобы остальные тоже знали, о ком идет речь. И потом подумайте, какие фразы вы можете о нем составить, где он живет, да, до субботы, да, тут немного. Вот, где он живет, чем он занимается, то есть используя все, что мы с вами разбирали сегодня на уроке, вот перенести на эту фотографию. И параллельно думайте уже и про себя, как бы вы про себя А рассказали. что это в скобках написано? Мон силь. Силь – это мясо, а в скобках глаголы. Хотите, причем не чтобы до конца вам написано. глагол, да, основа написана, ваша задача дописать в правильной форме. Что надо писать? Вы же. Ну, вот понятно. вам подсказано, Понятно. что это первый. Ну да, жалко, что ли, им было, да? Пол, да. Вот. Значит, если хотите, чтобы вам было легче, сейчас я могу вам перевод вот этих существительных дать, чтобы мы записали. Ну, вы же жалуетесь, что до субботы это все едет. У меня творческое задание до субботы составляет проблему. А это уж Хорошо. Ну ладно, в общем, слова несложные. Не пугайтесь, что очень много сейчас слов, мы все равно их постоянно будем брать, они будут повторяться, глаголы то же самое, поэтому не пугайтесь. Конечно, некоторые слова отпадут, но основной костяк он останется. Вот, потом прочитайте, пожалуйста, я вам отправляла целую про религиозную мифологическую картину Рухов книгу. Может быть, кто-то прочитал, а кто не прочитал, там выжимка, самое главное, про Ильмара, про Пала Смурта, нашего любимого, и прочих, да. Вот, если вы хотите про них прочитать какие-то мифы и легенды, то вот я вам отправлю файл вот этот, и там можете по ссылке перейти, читать онлайн, как-то прочитать. А у кого-то в книжном виде есть, да, мифы и легенды? Да. Вот. А кто-то купил. Да. И, значит, мы с вами встречаемся в субботу. Суббота я помню щичком. В 11, да, у нас начало в 11. По учебникам, смотрите, значит, Марин Лыща у нас учебник закончился в продаже. Он есть в электронном виде, мы что-то будем оттуда брать, но основным учебником у нас будет другой учебник, вот, и вам будет интереснее, в принципе, он как-то больше подходит по той раскладке тем, которые я делаю. Вот, тот учебник можно заказать, он тоже есть в электронном виде,
Я его не отправила, он еще его отправлю. Но можно и заказать в книжном варианте. Он стоит 220 Давайте рублей. книжный заказ. Лабурто. Давайте централизованно. Книжный. Я централизованно закажу всем Да. книжные Да, варианты. да, Все, Да. ладно. Занятие юности, да? 7, 8, 9, 10. Ну да, с запасом 15. Сразу можно ставить. Точно? Нет, потом. Потом. Я сейчас не Работа с ВРТ. Домой, работа домой. Надо. А, ВРТ это дом? ГУР – это и дом, и деревня. Да. А еще можно использовать для описания человека глагол плавал? Был, что он был. Ну да, Ну, если он- соль и очень плавал. Да, если он уже умер. Мгм. Например.